Салам алейкум туғандар, дыйқандар. Біз Россияда жүрөбүз, Москвада. Голубика боюнча бир жакшы фермага келгенбиз. Кудай буйруса, биз өзүбүздүн көңүлүбүзгө туура келген көчөттөрдү таптык. Булардын азыркы учурда канча? 40 гектардай жери бар экен, ошонун 20 гектар голубика экен. Голубиканын көп сорттору бар экен. Мен кыдырып жакшы маалыматтарды алдык. Көчөттөрдү ушул жерден жүктөйбүз, кудай буйруса. Мына голубиканы моундай горшокторго көчөттөрүн даярдайт экен. Бизге дагы ушу горшоктордо барат. Сон эми айтып отурса, голубика бизнес кылгым келип эле кетет экен. Мына бизде жаңы өнүгүп атат. Россия менен Белоруссияда азыр жакшы өнүгүп бараттыр. Бизде эми азыр бул балдар менен сүйлөшүп, баарысын кеңешип, бизде деле өстүрсө болот экен. Мондай затеняющий сеткадарды тартат экен эмеге, жанагы шамал болбош үчүн. Шамалдан коркот экен, сеткаларды тартып коюп туруп кылса болот экен, оңой эле экен. Анан торфко отургузуп туруп булар деле жери, булардын жери деле туура келбейт экен, ошо жерди казып торфко отургузуп туруп аплика аралаштырып бизде деле өстүрсө болот экен. Анан жакшы сортторду дагы айтты. Кудай буйруса, биз жайында дагы келебиз, дагы келип дагы көрөбүз. Жакында биздин көчөттөр жүктөлөт. Биздин көчөттөргө голубика алам дегендер голубика көчөткө заказ бериле, клубника, малина, баардык сортторду бизде бар азыр, заказ алып атабыз. Ошон үчүн биздин каналга катталып, маалыматтарды алып тургула. Мына жандар, жүк кушулар барат бизге, кудай буйруса. Көрүп жүрөбүз. Атайын келди көргөн. Бул блюкроп. Кудай буйруса, Кыргызстанга барат бул да. Тамырлары мощный. Леш, а в итоге лучше распрямлять, когда сажаешь? Да, то есть она, если сильно закольцовывается, то надо ее разрывать. Вот эту разрывать. Да. Вот так вот берется, просто и разрывается. Пополам. Чтобы оно вширь пошло расти. Потому что если он закольцевался, у него только вот эти корни начнут расти. Те они не пойдут вниз. Тугандар, көрдүңөрбү, мону тигип атканда мону ачып салыш керек экен мында. Мына ажыратып. Бат өсөт экен ошондо. Тамырлары жакшы экен. Мына булар 2 жылдык. А вот эти почки. Это толстые, это плодовые почки как раз-то. В теплых краях они дадут уже на 2-3 год урожай. У нас они пропускают этот сезон, на следующий дают, потому что у нас прохладно. А вот эти не дает, да? В нашей зоне нет. Когда тепло, у них они больше закладывают питательных веществ, и они уже на 2-3 год дают ягоду. То есть у нас здесь холодно для этого, не хватает тепла. У нас может и даст, да? На следующий год. Да. В Казахстане, Казахстане даст. Ну, ты имеешь в виду, что маленький куст даст? Да. Ну, вот здесь не вопрос в большом кусте. Нет, технически урожай. Двухлетка на 3-й год даст вам урожай. Ну, то есть, если с питанием все будет нормально, то она 100% даст вам урожай. На тугандар. Көчөттөрдү көрүп жүрөбүз. Мондай. Почему на синюю горшки? Это так вот, мы как называемся? Модный фермер. Поэтому и синие горшки. Ну, понимаете, да, как-то надо, мы вот любим отличаться, да, чтобы у нас люди запоминали. Где-то ты увидел синий горшок, это наш горшок. Да. Потому что синих горшков больше нигде нет. И даже если когда ты куда-то приезжаешь и видишь там синие горшки, ты понимаешь, откуда он вылез. Алексей, самый топ ошибки для начинающих фермеров. Например, у нас только начинает развиваться вот эта голубичная тема. Мы хотим изначально правильно сделать. Вот сейчас вашу плантацию вижу. Вот это сколько квадратов или сколько соток? Здесь 15 гектар. От начала до леса. Вот это один бокс. Квадрат. Каждый... Ну, смотрите. Мне сейчас сложно сказать, но я могу сказать, сколько кустов. Вот здесь 10 рядов. В каждом ряду это 85 кустов. То есть здесь 850 кустов. Вот здесь, вот в этом участке. Для начинающих в одном гектаре, если посадка 3 на метр,
В одном гектаре 3300 с чем-то саженцев. Для начинающих фермеров самые топовые ошибки. Много ошибок. Здесь сейчас их все не перечислишь. Все от земли, от воды, от полива, как поливаешь, чем поливаешь, что поливаешь, когда даешь, в какое время даешь. Это здесь одними словами так не разойдешься. Вот, например, первый вот от ветра боится, да? Вот ветрозащитные. А самая основная, наверное, это земля, pH земли. А pH земли у вас подходит, да? У нас мы закисляли землю. Закисляли. Да. Это торф тут не положили, да? Положили. Здесь у нас гряда М. раскрывалась. М. В эту гряду засыпался торф, опилки перемешивалось и сажалось капусту. Сейчас вот это уже можно сказать, что все съело. В этом году мы будем мульчировать. То есть корень его, вот он, Наверху, да? Уже? он вниз не растет. Он в землю не растет. Посадите в земле, ничего не получите. М. Он растет в грядке. Каждый год Через год. через год, да, высыпать надо? По-любому. Это само по себе питание. Оно начинает перегнивать и дает свое питание и питание. А у вас тут какой сорт? Это Сиера. Сиера? А вот это палка, где торчит, это блюкроп. А вот эти блюкроп, что ли? Да, вот это блюкроп. А почему отметили? Ну, потому что в основном массе здесь Сиера. И немножко блюкроп с Сиерой, он по срокам немножко разнится. 10 дней. И когда человек идет собирать, он этот куст не собирает. Он его не собирает, а потом я уже не вернусь к нему. А из-за этого вы хотите вот эту убрать, да? Конечно, его надо убирать. Надо На- делать, чтобы один сорт был, чтобы все всегда собиралось. Потому что потом я не могу людей заставить, чтобы они пошли, нашли этот куст, с которого не собрали. Представляете, сколько здесь и где его искать? Все должно быть как бы... Вот проблема М. существует в пересортах. Она везде существует. Бывает немножко, а бывает массово. Когда массово, вот у нас 50%, 60% это пересорт был. Мы собираем сейчас со всех кусков в один кусок, пересаживаем, чтобы это можно было... Что, у вас получилось, что в одном плантации разные сорта, да? Разные сорта. Не Период соответствующие созревания. Я покупаю один сорт, мне приходит другой сорт. Понимаете? Мне приходит больной сорт. Про болезни я вам сейчас пойдемте, я вам покажу. Я выкопал вот такой вот чек, 2,5 гектара. Вот такой вот целиковый. И выбросил. Понимаете, да? А у вас в основном какие сорта посажены? Ну, в основном у нас первый чек это Денис Блю. Это новые сорта, да? Новые селекции или Нет, старые? Нет, это все старое. Аккуратно. Просто. М. Денис Блю. Дальше у нас идет Сиера. Следующий у нас идет Хурон. Следующий у нас идет как его? Блюгольд. Следующий у нас идет Бонус, Чандлер. Здесь у нас пойдет Элизабет. Дальше у нас пойдет Дюк. И следующий у нас идет Лидер. И еще что-то там, уже не помню. А по каким характерам вы выбираете сорта? По подходящим по климату к нам. Потому что есть сорта, которые нам не подходят, но могут подойти вам. М. У нас очень климат такой У вас холодный. У нас век периода не хватает. Понимаете, да? Век период это когда солнце должно светить на куст там 180 дней, там 200 дней в году. До М. зимовки. А у вас вот этот
период короткий, да? Он у нас немножко укорочен. Нам не хватает где-то месяц-полтора, два. То есть, если вот, например, мы в Краснодаре были в конце ноября, Мгм. у него он еще с листвой стоит. А у вас в это время А, уже... у нас в это время он голый стоит. Он еще там растет. У нас он заканчивает уже к концу сентября, октября. Уже готовится, да, он на уже, зиму? Он уже все, в конце сентября он уже краснеет. Уже холодно. У него там теплее, намного теплее. То есть пару месяцев нам не хватает. Он начинает раньше. То есть если я говорю, что уже в Краснодаре зеленые ветки Мгм. и зеленые листва, то у меня еще листвой даже не пахнет и через 2 недели не запахнет. Поэтому здесь век период тоже зависит. У нас... А вот эту обрезку делает? Вообще делаем, но еще не делали, не приступали. Сколько лет этому? 6 лет. 6 лет, да? Уже урожай полноценно дает, да? Очень Да, хорошо. конечно. Летом еще мне надо приехать, да? Посмотреть, Обязательно приезжать. собирать. Значит, что у нас здесь было? У нас тоже здесь был пересорт. Мы собрали все куда-то там в один чек, во второй чек, в третий чек. Здесь вот сейчас будем досаживать хурон. Очень хороший сорт. Его особенность в том, что когда он созревает не сразу, да, а постепенно, и ту ягоду, которую ты срываешь крупную, мелко остается, через неделю она заливается до крупной. То есть она дорастает. Дорастает, да? Не все сорта так фокусничают. Мелкий созревает, да? Мелко остается, она не то что созревает, она заливается. Не, вот этот, который вы сказали, сорт созревает и крупный становится, да? Ну, смотрите, то есть первая партия, мы пошли собрали крупную ягоду. Мгм. Осталось там средняя, мелкая, еще Да. что-то, да? Через какое-то время она вырастает еще больше. То есть она дорастает до того момента, как начинает становиться крупной. Не все сорта такие. Какой сорт сказали? Хурон. Хурон, да? Например, вот этот сорт, он если маленький уже, и даже если он зеленый, он уже не станет большим. Он таким маленьким и останется. И созревает, да? А Маленький. у этого есть фокус, свой фокус. То есть бывает так, что я пройдусь, соберу, через неделю прихожу и говорю, здесь собирали? Понимаете, да? То есть оно опять вырастает до того же уровня. Ну, Алексей, наш климат вы тоже знаете, это Средняя Азия, Рижская континентальная. Зимой иногда бывает 18 и потом сразу 18 градусов холода. Какой сорт именно нам посоветуете? По сортам я вам лично не скажу, это лучше с Артуром говорить. Потому что по сортам он мастер у нас. Я вот реально не смогу ничего сказать. Он по климатам больше понимает, он в этом разбирается, он это анализирует. Значит, Я Артур, могу сказать, что у нас здесь растет. Но это не факт, что будет расти у вас. а у вас самый любимый сорт у вас? По-вашему? Хурон. Хурон? Хурон, Денис Блю, Чандлер, они все хорошие. По Нет, урожайности, да? Или по вкусу? по по- вкусу и по урожайности. Они, вот те сорта, которые у нас сейчас остались, они как бы отличные сорта. Алексей, еще Я много сортов удалил. я, честно говоря, из плантации ягоду еще не пробовал. Но из рынка только покупаю, кушаю. Мне все... Голубика одна вкус. Нет, это не так. По Да, сортам тоже вкус разный У будет. каждого сорта свой вкус. Есть с медовым оттенком, есть прям сладкий, есть кисло-сладкий, есть, я не знаю, медово-сладкий с привкусом в конце. Вот ты где-то ощущаешь, что у тебя там медовая нотка какая-то играет. Понимаете? Есть ягоды не похожие друг на друга. Вот, например, хурон, он круглый, он крупный. Денис Блю, он как бочонок, знаете, вот спорт-лото когда-нибудь видели вот эти бочонки?
он похож на бочонок, он пухлый, он... Вот, например, если Сиера она плоская, как шайба, то там она круглая и как бочка. То есть разные вкусы, разный, у них и разный цвет ягоды. То есть у кого-то там с красной попкой, у кого-то с белой попкой, но это не значит, что она не спелая. У каждого реально свой вкус, и вам надо понять, что вы хотите. Понимаете, когда вы поймете ягоду, попробуете ягоду, да, мне она нравится, вот эта ягода мне нравится, а потом попробуйте другую и скажете, вот это мне тоже нравится. Не, просто, Алексей, нам просто выбирать то, что подходит к нам. Это надо с Артуром общаться, потому что я реально по сортам Да, вам не по скажу, какие климату. вам. Да, Потому что если мы посадим вот эту, может зимой вымерзнет. может. А может и нет. Я не могу сказать. Это надо с Артуром общаться, потому что мне сложно сказать. Я Обязательно. как бы сильно не этот. Обязательно вот эту ветрозащитные, да. Она вам не нужна, если вы найдете правильное поле. В этом дело. Я мог бы найти правильное поле без ветра и не мучиться, и не вкладывать столько денег сюда. У нас тоже есть ветер. Везде. Ну, бывает лесозащитные полосы. Лесополосы, да, лесополосы Бывает, бывает, да. вот там лес, там не дует. Там Здесь не дует, открыто, там да? штиль. Да, вот вы чувствуете, да, как Да, ветерок ветер. дует? Ну, пойдемте, вот пройдем сюда. Все, вот они. Вот они, цветочные почки. Это все в ягодах. Это когда... Сейчас пройдет обрезка, то есть срежется у нас мелочевка, вот эти вот всякие усики, вот эти, которые в бок, потому что вот это не даст нам ездить здесь. Вот эти куски, вот то, что болтается, хотя он весь прям в ягоде. А Но вот его надо резать. середину как обрабатываете? Гербицидом. Вот этот А, вот это? Да. Это косится и все. косится просто, да? Да, здесь идет гербицидные палки такие, которые жгут лист. И по листу мы просто сжигаем, чтобы не было сорняка. Но сорняк все равно идет, ручной его полят каждый. В этом году хороший урожай даст. Да. Очень Приезжайте. хороший, да. Приеду в Обязательно июле, да? приезжайте. В конце. Я вам больше скажу. Чем больше вы ездите, смотрите, тем больше вы потом понимать начинаете. Вы начинаете анализировать, вспоминаете, что вы видели там, что вы видели здесь. Это очень полезно. Честно говоря, Алексей, меня Артуру посоветовал один друг мой, Хайрат. Я, честно говоря, искал из Беларуси, из Польши. И потом Хайрат мне сказал, что в Москве есть ребята, которые плотно занимаются, хорошо занимаются. Бектемир, ты можешь ездить к ним. И Без с ним проблем. Приезжайте всегда, когда угодно. Мы гостеприимные люди. Поэтому один звонок и говорите, что я еду. Не надо говорить, можно я приеду или нет. Вы просто говорите, я еду. Я приеду. Хорошо, я готовлюсь. Все. Потому что на самом деле очень поток большой. Вот у нас приезжают люди все время. У нас кто-то есть. Все время кто-то приезжает. Все время с кем-то ты общаешься. Алексей, это хорошо же. Ты Конечно, полезен. хорошо, конечно, хорошо. Это очень хорошо. полезен. Я не скучаю. Да. Понимаете? Поэтому у нас здесь весело, мы гостеприимные люди. Некоторые Еще раз сейчас повторюсь. городские там в городе в одном квартире лежит, говорят, с ума сходит. Согласен. А у вас природа, люди приезжают, кому-то вы работу даете, например, мне даете возможность зарабатывать, например. Ну, каждый, конечно, хочет заработать, каждый хочет, наверное, продать что-то, но у нас нет такой цели что-то продать, кому-то что-то именно впарить. Просто у нас Немножко подход другой, понимаете? Если правильно мы, сделай, да? да, если мы продаем, да, и говорим, что это вот он, значит это он. Вот на нашем примере, как мы попали, а мы попали реально, нормально попали. Конечно, Понимаете, что такое 50-60% пересорта, и я просто Еще- выкопал эти растения.
4 года ждали, потом выкопали. Все верно. А раньше ты не поймешь. Раньше ты не понимаешь, пока он у тебя не дает ягоду, Урожайная. урожай, ты по ягоде можешь понять, что это за сорт, если он вообще дает что-то. Вот у меня был вот такой вот чек целый, который ягоды вообще ни разу не было. Он мерз, А, он не цветет, у него нет ягоды. Все, на выброс. Лично можно было бы и продать такие кусты. Желающих очень много. Но, Было, да. понимаете, немножко подход другой. Зачем продавать Конечно. некондиционный товар человеку, который будет сажать? Ну, как бы у нас с этим немножко строго-вато. И мы стараемся этого не делать. У нас в Средней Азии, там, в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, оказывается, нету плантации голубики. Там рынок вообще пустой. Летом Я знаю, что с Краснодара возили к вам. свежую. Да. Вот у нас рынок пустует. Клубнику, малинами занимаемся, мы экспортируем в Казахстан и в Россию, вот эту северную часть, в Россию, Красноярск, Новосибирск. Ну, Я Казах- вам даже больше Ка- скажу, на Казах- севере тоже даже сажают. да, в Казахстане летом вообще голубики. Надо сажать. Вот Кто мы первый стал, того и тапки, понимаете, да? снимает сливки. Да. Будет. Ну, Из-за этого вот, Алексей, ищем, изучаем. А Я вот так это тоже это пересорт, да? это все пересорт, который мы планируем. Летом отметили, да? Да, вот, например, смотрите, у меня так получилось. Здесь сиера, здесь сиера, и еще одна сиера, и еще одна сиера. То есть, по-хорошему, каждый чек это разные сорта должны были быть. Ну, не получится в пик собирать одну ягоду, которая спеет в один момент. Это проблема. Поэтому нельзя сажать один сорт на всю плантацию. Вы должны разбегаться немножко по срокам. Потому что вы, если посадите один и тот же сорт, вы его не соберете никогда потом. На тугандар, горошек тур. А, Алексей, еще вопрос. Пойдем, вот это, сколько лет? 6 лет, да? Они урожай дают уже, да? Да. А литр? Вы имеете в виду урожай? Нет, вот это горошок сколько литров? Литров? 25. 25 литров. Сколько лет 6 лет. живет? В горшке? Да. Недолго. Недолго? Его пересаживать надо. Ну, а сейчас надо пересаживать, да, уже? Нет, это на продажу. Это берут садовые центры. Он его купил, продал, человек пришел из ведра, вытащил и посадил. Монтип. Палет трежет. Алексей, в одну палету сколько помещается? По-моему, около 300, здесь вот написано 150 и 100, 250. Ну, 250 где-то, 300. Надо понять, какие просто. Ну, вроде 50, 50, 50, 50, 250 штук.